Сегодня на этой сцене настоящая палитра разнообразных творческих номеров. Фестиваль хореографического мастерства «Танцевальный Олимп» собрал в зале 6-й Назрановской школы юных танцоров почти со всей республики. Республиканский фестиваль «Конкурс хореографического мастерства «Танцевальный Олимп» проводится впервые и собрал более 30 коллективов из различных школ Ингушетии. Пока одни участники выступают на сцене, другие готовятся к нему в холле. Свое мастерство на сцене покажет юная участница ансамбля «Горянка». Создан коллектив всего 2 месяца назад. В танцевальном конкурсе они участвуют впервые. Наш танец называется «Горянки». Мы очень долго готовились к этому танцу. Длится у нас этот танец 3 минуты. Волнуетесь перед выступлением? Очень волнуюсь. Кроме ингушского национального танца, зрители познакомят с хореографией других народов Кавказа, полных огня и задора. На сцене показывают грузинские, дагестанские, кабардинские и русские народные танцевальные номера. Мы будем показывать дагестанский танец. Мы очень долго готовились к нему, хотели его показать и получилось, что первое место. Удачи всем, кто участвует, потому что это такой труд для каждого. Мы по себе знаем, сколько мы готовились, и у всех все получится. Выиграет сильнейший. Таланта и креатива юным участникам из различных школ не занимать. Многие не побоялись дать волю воображению как в хореографии, так и в костюмах. Белыми крыльями, масками украсили танец ангелов одни участники. Другие же своими нарядами описали красоту ночного светила – луны. Очень классно. Здесь все ансамбли вместе собрались и показывают номера, и все разные и очень красивые, особенно костюмы. Сегодняшнее мероприятие на самом деле очень познавательное. Вот я посмотрела, сейчас идет мероприятие. Номера очень красивые, разнообразие видов танцев, костюмов. На самом деле это очень хорошо для детей, для их будущего. Они сами будут знать, что они хотят именно в творческом плане в будущем. Спасибо большое организаторам за то, что организовали этот фестиваль. Надеемся, нашим зрителям, нашим жюри понравится. На самом деле мы очень стараемся, мы готовим своих детей к таким фестивалям, и мы всегда рады участвовать. Оригинальность, хореографическое мастерство, подобранные костюмы к танцам, синхронность движений. Критериев оценивания у жюри немало. В их числе заслуженные деятели искусств, народные артисты и работники культуры. Дети очень одаренные. Радует то, что очень в плане хореографии очень разнообразная программа. Присутствует танцы народов Северного Кавказа, танцы народов Закавказья, так и русские народные танцы. В общем, и современные танцы в исполнении дуэтов, соло, ансамблей целых. Организатор фестиваля – Республиканский центр творчества детей и юношества. Учредителем же конкурса стало Министерство образования и науки Ингушетии. Приурочили танцевальный праздник к Году педагога и наставника. Всем зрителям театрализованных зрелищ, всем участникам полных эмоций, впечатлений. Для вас это прекрасная возможность продемонстрировать то, что вы умеете, то, что вы знаете. У нас давно уже в республике не было столь масштабных мероприятий, столь масштабных конкурсов среди детских коллективов. Мы все знаем, что постковидные у нас были ограничения, и сейчас мы с радостью начинаем участвовать в этих, опять окунаемся в это движение фестивальное движение. И думаю, что этот праздник в первую очередь для нас была задачей сделать праздник детям, и думаю, что праздник удался. По результатам фестиваля победителей будет 6, столько же представленные номинации, но памятные подарки и дипломы получат все участники. Дана Плиева, Джамалил Султыгов, Новости 24.